Преосвященный Дионисий Хитров прослужил на якутской земле в общей сложности 43 года. Сначала в сане протоиерея, а потом он стал первым епископом самостоятельной якутской кафедры. Он был учеником и сподвижником святителя Иннокентия, московского великого миссионера Русской Православной Церкви. И он был частью того огромного миссионерского подвига, который в XIX веке несла русская церковь, дойдя до Японии, дойдя до Китая и дойдя до отдаленных уголков нашей российской земли. Этот миссионерский подвиг наши святители выполняли, помня слова апостола Павла: «Мы соработники у Бога». И каждый из них ощущал себя соработником у Бога на этой миссионерской ниве. Они трудились для просвещения людей. Они приносили им самое главное и самое лучшее, что церковь может принести людям – Христа. И не случайно Преосвященный Дионисий своим долгом почел подготовить и издать Евангелие, Новый Завет, на якутском языке, а также другую литературу. Труды наших миссионеров способствовали созданию и развитию грамотности. И, в частности, один из трудов Преосвященного Дионисия – это словарь якутского языка. Мы вспоминаем этих святителей с благоговением, помня о том, что их подвигом и их трудами созидалась церковь на нашей земле, созидалась письменность и грамотность, и наша земля укреплялась в своей исконной православной христианской вере. Есть живые мосты, связывающие Москву и Якутию в единое духовное пространство. И единству этому способствовала и способствует Церковь Христова. А свидетелями и делателями являются герои духа, подвижники благочестия, среди которых первый епископ якутский Преосвященный Дионисий Хитров. Сегодня мы, якутяне, с восхищением оцениваем труды просвещения и проповеди веры Христовой, которые совершил Преосвященный Дионисий Хитров в Якутии. Будущий первый архиерей Якутской епархии родился 22 октября 1818 года в многодетной семье Пономаря. А мальчик обучался грамоте сначала в семье священника, затем в духовном училище и, наконец, в Рязанской духовной семинарии. И был направлен для миссионерского служения в Иркутск. В Иркутске состоялась его судьбоносная встреча с будущим великим святителем Иннокентием Вениаминовым. Именно святитель Иннокентий посвятил Дмитрия сначала в сандиакона, потом в священника, и всю жизнь был духовным руководителем Дионисия. Главное, чем озадачил молодого священника святитель Иннокентий Вениаминов, заняться переводами священных книг на якутский язык. Когда молодой человек отвечал ему, что не имеет ни знания, ни языка, ни способностей к этому занятию, то ответ святителя Иннокентия был таков: «Молись Богу, Его сила в немощи совершается». Якутия встретила молодого священника суровым. Вот как в своих дневниках Дионисий описывал тогдашний Якутск. На всей береговой улице не было не видно ни одного порядочного домика. Церковь, к которой я был приписан,
была обставлена деревянными подмостками. Эти подмостки пришли в ветхость и передавали ей вид совершенного разрушения. Эти печальные впечатления усугубились тем, что молодой священник в тот вечер не нашел места для жилья. Ему пришлось ночевать на берегу в лодке. И только на следующий день чудом нашлась возле церкви хижина около 2 сажен в квадрате. Решающим событием для начала переводческой деятельности стало приглашение молодого священника исповедовать и причастить больного якута. Так он описывал это событие. «Меня пригласили к больному, чтобы исповедовать его. Для исповеди я запасся описанием нескольких вопросов по-якутски. Но когда довелось мне приступить к исповеди, больной меня не понимает. Я хочу призвать на помощь диакона, хорошо понимающего язык, но больной якут, схватив меня за руку, со слезами высказывает мне свою душу, а диакону не позволяет быть свидетелем своей исповеди». Молодой человек плакал от отчаяния, потому что не понимал языка человека, уходящего в мир иной, и не мог принять исповеди. В эти дни он сделал очень верный вывод о необходимости знания языка своей паствы. Прошло еще 17 долгих лет, в течение которых будущий епископ настолько овладел якутским языком, что составил грамматику и совершил переводы, первые переводы на якутский язык священных книг, книг Священного Писания Нового Завета. Но это было позже, а тогда отец Дмитрий продолжал свой повседневный труд. В эти годы он был и преподавателем в духовном училище, и катехизатором в Троицком соборе, и законоучителем в казачьем училище, и членом духовного правления, и благочинным сельских и градоякутских церквей, и членом попечительства о бедных духовного звания. Но главным поприщем, которое он полюбил искренне и беззаветно, стала проповедь о Христе людям, не знающим своего Бога, в которой он видел истинное свое призвание. С 1620 года по 1731 год Якутия входила в состав Тобольской епархии. С 1731 года по 1852 Якутия в составе Иркутской епархии. С 1853 года и по 1870 год Якутия входит в Камчатскую епархию. Практически с 1841 года будущий епископ ежегодно совершает путь более 10 тысяч километров, посещая приходы бескрайней Якутии. Наконец, после 6 лет титанического труда в 1858 году в московской синодальной типографии были напечатаны первые книги на якутском языке. Перевод Нового Завета, книги «Бытия» и «Псалтирь», «Служебник с требником», «Часослов», книга святителя Иннокентия «Указание пути в Царство Небесное». Как председатель переводческого комитета он занимался не только их переводом, но и редактировал, корректировал все тексты, готовящиеся к публикации, а также занимался изданием их в столице. 1 августа 1859 года после доставки книг в Якутск состоялось первое богослужение на якутском языке. Айқаллы бітейген динне бағырыжысаны, үйелер тұқыры алғыстағы тоқта ұмсата соғы, нағарабы тиеті. Бір уйымтан үрлік кестәғы, Серафимге таңа соқ келгеннәғы,
Ызраан стербекке таңаратылын төрөппен жиңнен Богородицаны эйиген уруйдуубут. Святитель Иннокентий Вениаминов всегда хотел видеть Дионисия первым епископом Якутии, поскольку Дионисий был учеником и его преемником по просветительским делам. Это произошло в 1868 году. В Благовещенске состоялась хиротония во епископы Дионисия, которую возглавил святитель Иннокентий Вениаминов, к тому времени архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский. Когда новопоставленный епископ Дионисий через некоторое время прибыл в Якутск, ее встречало огромное количество людей. Эта встреча была долгожданной и торжественной. В конце 1869 года в результате многолетних трудов святителя Иннокентия Вениаминова был подписан императорский указ об образовании Якутской епархии. С этого времени Преосвященный Дионисий стал именоваться епископом Якутским и Вилюйским. Став епископом, Преосвященный Дионисий, как и прежде, много ездил. Так, буквально через некоторое время после своего посвящения он отправился в очередное 5-месячное миссионерское путешествие на северо-восток Якутии, в Колымский округ и в страну Чукчи. Даже для такого опытного миссионера эти поездки представляли собой и опасность, и сложны были. Вот как об этом пишет сам Дионисий в своих дневниковых записях. Солнце в зимнее время 2 месяца не является на горизонте. В зимнюю пору жестокие морозы, а летом в межсезонье беспредельное пространство тающих болот и грязей, над которыми тучами кишат комары, оводы и другие насекомые, а также проливные дожди, наводняющие ручьи и реки. Владыка Дионисий не страшился лишений и опасностей в пути. Монаху терять нечего, если доведется умереть на деле проповеди, и это вменится в жертву Богу. Об одном прошу Бога, чтобы Он послал мне христианскую кончину, непостыдную и мирную. Так позже напишет он. Но чего стоили епископу эти путешествия, видно из его письма брату, тоже священнику, отцу Григорию. Вот и до старости дожил, и до высших чинов дослужился, а покоя не имею. Также ночую на снегу, не брезгую верховой ездой, а подчас за неимением лучшей подводы еду и на быке, нередко и пешком иду. Здоровье не совсем надежное, и поэтому, отправляясь в дорогу, беру с собой и погребальные пелены на случай кончины. Отважный архипастырь оставил простые, но живые рассказы о своих странствиях. Он вспоминал о том, как однажды в июне на речке Урулачи, впадающей в Догдо, чуть не утонул вместе с помощниками от разлива воды. Как гибли лошади, не выдержав переправы через холодный, широкий и быстрый Алдан. Как более суток ехали путники верхом среди зимы и ночевали прямо в снегу под открытым небом. Как одни обманывали священников, бедолагам приходилось голодать, а другие, напротив, спасали их от голода. Выказывали необыкновенное почтение и обижались, как малые дети, когда владыка останавливался не у них. А как любили Преосвященного Дионисия
коренные жители Якутии. Вот что он вспоминает. За несколько сот верст они выезжали ко мне навстречу за принятием благословения. А какие везде воздавали моему окаянству поклонения, о том стыдно и передавать. Так тунгусы, прежде принятия благословения, делали 3 земных поклонения и потом уже обращались за благословением. И опять земной поклон. Как не убеждал их, чтобы они не творили мне земных поклонений, слова мои оставались без успеха. А какая простота в их обычаях и образе жизни. Многому бы следовало нам у них поучиться, вспоминает епископ Дионисий. В 1858 году в Якутск с острова Ситха была переведена духовная семинария. Она стала кузницей кадров якутской интеллигенции. Преподавателями были выпускники духовных учебных заведений Санкт-Петербурга, Москвы и Казани и представители якутского чиновничества. Епископ Дионисий стал первым ректором Якутской духовной семинарии. Так описывали его современники. В беседах слышатся юмор и остроты. Светскими властями он держит себя свободно и с достоинством, всегда имея преимущество и победу над прочими. Консистория положительно у него в руках, и провести его довольно трудно. С наставниками семинарии он почти в дружеских отношениях, и семинарий его любит и не находит ему похвал. Опытность и трезвенность его ума удивительна. Дай Бог почаще таких архиереев. Вот слова прижизненного почитателя епископа Дионисия. Слава его миссионерских подвигов, совершенных с истинным христианским смирением, на далеких ледяных окраинах севера распространилась далеко за ее пределы. И не только русские, но и многие иностранцы искали случая увидеть святителя и убедиться воочию, что существует в наше скудное подвигами время человек такого необыкновенного самоотвержения. За 16 лет управления Якутской епархией Преосвященный Дионисий организовал 36 новых приходов, построил множество храмов и часовен, создал церковно-приходские школы и библиотеки, духовную консисторию и епархиальный комитет миссионерского братства. Он был избран почетным членом Казанской духовной академии. Соратники и жители края безгранично уважали епископа за его деятельность, трудолюбие, самостоятельность суждений и поступков, а главное – за подлинно христианское отношение ко всем без исключения людям. Из воспоминания Дионисия. Мне тягостно расставаться со своим детищем. Сравнивая Якутскую область с тем положением, в каком я нашел ее в 1841 году, могу сказать, что она далеко продвинулась в религиозном и нравственно-гражданском отношении. Не скрою того, что и якуты, и русские привязаны ко мне, как к родному. Обращаются ко мне не по одним только религиозным вопросам, но и по делам семейным. С одним поплачешь, с другими порадуешься. И так коротаю век свой, как бы в родной семье. Свой земной путь первый епископ якутский Преосвященный Дионисий Хитров окончил здесь, в Москве, в Покровском монастыре. 21 сентября 1896 года он мирно отошел ко Господу и был погребен в крипте главного храма обители. В советское время место его упокоения было забыто, но ныне на фасаде храма есть таблица, которую в 2015 году благодарные якутяне разместили. Отныне Покровский монастырь и место упокоения Преосвященного Дионисия – очень знаковое и важное место
для каждого, кто любит Якутию и кто интересуется ее историей. Потому что Преосвященный Дионисий, первый якутский архипастырь, и человек, так много сделавший для просвещения, для утверждения правды Божией и Слова Божия в Якутии, что мы не имеем права о нем забывать. Пусть его память навсегда сохранится в сердцах якутян с благодарностью